Sabahınız hayırlı olsun sevgili seyirciler. Sevinirim hani gene sizinle buluştuk. Sevinirim yeni niyetlere, yeni güzel havaya. Sevinirim hani güzel var yenilikler bizde. Sizinle onları tanıştırırız. Stüdyamızda bugün yeni kolektif Valkaneş kasabasından geldi. Rock folk grupa. Sabahınız hayırlı olsun. Здравствуйте, Rock folk grupa Ana Tarafım. Ana Tarafım. Stüdyamızda Ivan Buzadji, Ana Tarafın grupanın yöndericisi. Антон Жасанов, гитарист. Здравствуйте. Валерий Кисаков, добаджи. Hem de Юрий Гагой, бас-гитара. Как настроение? У нас всегда превосходный. Супер. И у нас хорошее настроение. Sevinirim hani bir yenilik, bir güzel soluk Gagauziya'da gene bulundu. Öyle bir niyet kurma rock hem folk grupa. Güzel öyle bir motivler bağlandılar. Nasıl bağlandı, nasıl kuruldu bu grupanız var, nasıl açıklarsınız? Ben çocuklarla tanıştım çoktan. Onlar ta şkola vakitinde çalardılar rock. Ben çalardım bütün yaşamak bizim Gagauz müziği. Çekettik çalışma, çekettik çalma, denedik çalma Gagauz müzikasını kurma, Gagauz müzikasından hem rock направлениyadan bir nasıl общее направление. Начали, в принципе, работать в этом направлении дальше. Делаем, на наш взгляд, то, что нам нравится, то, что нам интересно. Я надеюсь, что нашим слушателям, естественно, тоже нравится наше направление. В принципе, начали работать в 2018 году. Готовили программу, работали над этим буквально целый год. После этого начался карантин, как мы все знаем. По большей мере мы уклон взяли в звукозапись, какие-то клипы снимали, пробовали что-то делать. И уже когда в 2020 году разрешили проведение концертов и мероприятий на открытом воздухе, летом это было, мы начали нашу концертную деятельность. В принципе, так все развивалось. Bu oldu ilk sizin çıkışınız. Да, ilk çıkış, да. İsterim herkese anlatsın biraz nasıl geldi müzik, nasıl müzikle bağlandı kendi yaşamasına, kim söyleyecek, nasıl kolayınız var, Rusça, Гагаузча, laf edeceğiz bu sabah. С музыкой как связали свою жизнь, как давно занимаетесь, и вот это перерастает уже на более профессиональный уровень? Да, честно говоря, уже как-то определился более-менее в том, что хочу делать. Вот, мне понадобилось на это много лет, много ошибок совершено. Вот, но, знаете, музыка — это как кулинария. Пытаешься смешивать ингредиенты и смотреть, что получается. Вот мне стала интересная идея смешать народную музыку и современный рок, чтобы получился такой фольклор, которого у нас еще не было на гагаузском языке. Вот. Музыкой я начал заниматься в 2008 году. Занимался не очень серьезно, сначала так немножечко, потом мне стало интереснее, потом перестал снова заниматься, в общем, вот так вот. Сейчас я вот восстановился в занятиях, поступил вот в наш Камрадский университет на музыку, вот, учу фортепиано, вокал, вот, продолжаю, конечно, заниматься на бас-гитаре. Мне это все очень интересно. Вот, с ребятами работать сейчас сложно, потому что я здесь, в Камрате, ребята в Вулканештах, приходится ездить. Ну вот стараемся. Зимой мы защитились как образцовый ансамбль. Поздравляю вас. Спасибо большое. Это уже некая ступень. Да, это уже какой-то... Мы пока еще не почувствовали этого нового уровня, но вот мы готовимся, ну, серьезно относимся ко всему, ждем, стараемся, делаем. В общем, не знаю, что еще добавить. Давай, вот, наверное, ребята, я бы хотела тоже узнать, познакомиться поближе, как начинали свою творческую деятельность. Здравствуйте еще раз. Свою творческую деятельность начинал
как деятельность? Деятельность была лет с 15, наверное, но гитара пришла гораздо раньше, класса с 4-го, с 5-го взял в руки гитару, немножко походил в музыкальную школу, понял, что мне там не нравится, и я хочу сам. Друзья вокруг, почти все друзья вокруг играли на инструментах, поэтому... А теперь не жалеете? Хватает навыков? Для технической игры навыков хватает достаточно, но для написания музыки, для гармонии все-таки музыкальная школа она нужна. Если просто как исполнитель работать в коллективе, то без проблем, но мы стараемся сейчас писать и свои произведения, и в этом помогает хорошо Иван Кириллович, у него высшее музыкальное, сейчас и мастерат по тому же направлению, и у нас в группе мозг по гармонии, по музыкальной грамоте, это Иван. Мы больше... Я больше по технической части, я в основном играю на гитаре, при этом занимаюсь всей записью, сведением. И вот защищались, как Юрий сказал, защищались как образцовые. И я вписан в коллектив, я в коллективе занимаю должность звукооператора. Совмещаешь? Совмещаю игру на гитаре и звукооператора. Современные технологии, в общем, позволяют изначально все строить и во время выступлений просто немножко корректировать, не уходя со сцены. Валерий, sen nasıl kendini buldun, nasıl добыча колай малма? Здравствуйте еще раз. Да, вот, вообще такую вот музыку, такой стиль рок-музыки слушаю еще с ранних лет. Это, наверное, лет 9 мне было, 10. Начал слушать, понравилось. И вот, не знаю почему, вот слушался только ударный, понравилось. И дома как-то там ставил подушки, нашел, барабанил как-то по подушкам еще. Родители были не против? Нет, родители были за, супер. И вот как-то получилось так, что в школе вот познакомился вот с Жисаном Антоном. Ну, собрали в школе группу, начали играть, понравилось все. Даже концерты давали. И вот пошло, с того дня пошло, если где-то там вот зовут, там давай пойдем поиграем, легко, без проблем. И дома иногда так сижу, вспоминаю там. Ну вот как работаете над материалом, как находите его, ездите по селам, я не знаю, или общаетесь с людьми более старшего возраста, чтобы подобрать правильные песни, которые ложатся, скажем так, да, на стиль рок? Ну, знаете, у нас, допустим, ну вот мы посчитали, захотели сделать какую-то песню вот в нашем стиле и подумали, так, давайте попробуем переделать аранжировку там в рок-стиле на какую-то гагаузскую именно народную песню. И подумали, что можно интересного сделать. Конечно, Оглан. Кто не делал Оглан? Вот мы и решили. Ну, Оглан — это весь тюркский мир поет Оглан, поэтому мы решили... понятно, да. Мы решили попробовать именно эту песню. Хайпануть. Ну, так сказать. Решили просто попробовать. Попробовали записать, попробовали сыграть, естественно. Придумали какие-то партии, чтобы это звучало немножко не обыденно, а просто были какие-то другие сольные партии, чтобы это слушалось действительно как другая аранжировка и как другое направление. В принципе, получилось. Нам понравилось, не знаю, как зрителям, у нас их пока было не очень много на тот момент. И дальше уже брали в основном только народную музыку, гагаузскую народную. Есть старая шуточная песня, Мани называется, Кичиджик. Пока делали на них, и сейчас уже начинаем работать над нашими композициями, пытаемся сочинять. И есть одна песня в проекте, которая уже на финишной прямой. И, в принципе, уже работаем над клипом и над записью альбома нашего первого. Ну, надеемся, мы обязательно это услышим и увидим. Ну, а как тексты вы подбираете совместно? То есть это совместная работа? Или кто-то вот принес и говорит, давайте вот послушаем? Вот как приходится, не знаю, спорить, наверное, да, это подходит, да, это не звучно. И кто пишет музыку, да? Текст, во-первых, на гагаузский народный, естественно, что там у нас уже текст, понятно, что текст есть сочиненный. На первую песню, которую мы сейчас уже практически закончили с ее написанием, автор стихов
Светлана Перчембли, она уроженка села Чешмекёй. Ну, это уже авторская работа. Да, это ее авторская работа, это ее стихи, а мы написали на эти стихи музыку, и вот в дальнейшем будем выпускать уже Мы написали, это готовое вы произведение. вместе рождается или есть... Давайте, да? давайте Да, скажу. пожалуйста, Основу да. делает Иван Кириллович. Вот. Скромничает просто. Да, он, потому что он в музыкальном плане грамотнее нас всех. Вот, поэтому основу дает Ванька, а уже какие-то отшлифовать партии, там что-то добавить, я что-то добавлю, изменю, там спрошу у него, а ну давай вот здесь может быть надо так, покажи мне какие ноты, потому что он понимает, а я еще не очень догоняю. Антон на гитаре, то же самое Валера. Каждый привносит по чуть-чуть своего, но основу всегда дает Ваня. Всегда. Мне так Вот. нравится ваше общение. Ванька, Иван Кириллович, Ваня. Это здорово, потому что, да, ты понимаешь, что и руководитель... Все зависит от контекста. Нет, дело в том, что в контексте ансамбля он для нас Ванька. Он у нас самый младший, он у нас самый боевой пока что, пока не дошел до нашего старческого. А в работе он Иван Иван Кириллович. Кириллович, потому что он педагог. Он преподает в школе, он преподает в Доме детского творчества, и дети к нему Иван Кириллович. И, соответственно, мы тоже перед детьми не скажешь, не придешь, когда сидит подрастающее поколение. Ванька, ну, как-то не звучит. Иван Кириллович, а что преподаете в школе? В лицее преподаю музыку в старших классах 5, 6, 7. И в Доме детского творчества преподаю, у меня есть кружок гитары, фортепиано. На самом деле мне это было на начальном этапе моей работы, это было 3 года назад. Сейчас у меня есть ансамбли вокально-инструментальные, которые тоже выступают. Есть детки маленькие, совсем 3, 4, 5, 6 класс. Но, знаете, уровень, конечно, естественно, вот подобающий маленьким детям, но я считаю, что это очень интересно на самом деле, потому что давно такого не было. И есть старший коллектив, тоже вокально-инструментальный. Эти ребята с нами выступали на концерте в Вулканештах, в Витули, и здесь были тоже в Камрате на концерте, они ездили с нами, выступали. Какие песни они исполняют? Ой, они работают в роке, но в современном, то есть ничего тяжелого, никакой не тяжелый рок, просто такой альтернативный легкий рок, современный. Вот им нравится делать каверы, своего ничего они аранжировок не пишут, не изобретают, потому что у них пока еще опыта, да, опыта не маловато, но, конечно, каждый из них хочет что-то свое, пытаются там где-то слова напишут, где-то с нашей помощью что-нибудь, но, естественно, очень все интересно развивается, Ну, поэтому вместе так. с таким преподавателем, педагогом, я думаю, что все получится, и Будем стараться. дальше будут Спасибо. ребята развиваться и писать и авторские работы. Вы говорили о том, что есть песня Углан, вы ее обработали, да, и она уже звучала? Естественно. Впервые вообще она зазвучала на онлайн-концертах, потому что тогда была пандемия. А потом вот на всех концертах мы, естественно, ее играем, потому что Углан знает буквально все население Гагаузии, поэтому мы всегда играем эту композицию. Şimdi kolay nasıl olacak mı o türküyü göstermeye bizim seyircilere görelim onu. Да, göstereceğiz. Hadi bakalım.
Oğlan oğlan yalabık çoban, elin yaptı saçından sana bir yorgan. Ne güzel olan yalabık çoban, gelin yaptı saçından sana bir yorgan. Ne güzel olan yalabık çoban. Ne güzel olanlar bizim stüdyomuzda bugün. Sevinirim, programımızı da ilerleriz. Ama ben duyarım hem görerim gruppanın güzel bir niyetini. Hani siz verirsiniz öyle yeni soluk, yeni yaşamak türkülere. Angılar unutuldular belki, angılar belki kayıp olurlar. Çünkü o türküler onları bilirler sadece yaşlı insanlar. Siz onlara verirsiniz öyle soluk, yeni soluk. Hani gençler de seslesinler başka interpretasya'dan değil mi? Hani gençler sesleri müziği hem de işitirler o güzel lafları. Angılar çok cana yakın. Angılar çok belki de öyle hani güçlü. Ama hep o kadar onlar candan, Gagavuzların canından. Siz onlara verdiniz yeni yaşamak. Bu bağlantı için isterim, bunun için isterim anladasınız da. На самом деле, вот наша, наверное, основная цель, помимо того, что нам нравится музыкой заниматься и вот играть, сочинять и делать аранжировки и тому подобное, целью является, наверное, сохранение и популяризация среди молодежи, в первую очередь, гагаузского народного творчества. Ладно, вот мы сказали по поводу песни «Оглан», ее очень много кто знает даже из молодежи, но есть песни давно забытые, которые народные наши гагаузские. Вот мы хотим немножко возродить, чтобы наше молодое поколение тоже слушало эти произведения, пусть даже вот в наших обработках они услышат, они поймут, что это не оригинал, и вот захотят послушать оригинал, и они услышат, что вот да, раньше у нас была и вот такая музыка. Вот это, наверное, самая главная наша цель. Хотела узнать, знаете ли вы о такой группе, ну, ваши земляки, я думаю, что знакомы, знаете, вот была такая рок-группа «Айна», они в 90-е годы выступали на различных конкурсах, которые проводились в Гагаузе, и реально они взрывали залы просто, потому что это было такое тоже новое веяние, что-то новшество, они исполняли песни в рок-стиле, на гагаузском языке. Кто-то знает, помнит? Да, очень хорошо знаем этих уже взрослых мужчин. Даже вот нам с Валерием мы состояли в одном из коллективов, даже нам посчастливилось... То есть вы являетесь продолжателями на одной даже? сцене. Да. Ну, скорее да, чем нет. Стили все-таки разные, но у нас был опыт работы с ними на одной сцене в городе Вулканешты. Также хочется вспомнить группу «Чаир» из Чедерлунги. И так совпало, что летом прошлого года, прошлого года, и с ними удалось, с представителями группы «Чаир» удалось на одной сцене поработать. И для нас это хороший опыт. Да, тоже прекрасные сколько музыканты. лет, Да, спустя столько лет. И для нас это был тоже хороший опыт и общение с профессионалами хорошего уровня, прям высокого, хорошего класса. Стараемся быть не хуже. Да. Вы тоже, да, Валерий, занимались? Да, я занимался, вот как сказал, в одном коллективе. В одном коллективе играли. Тоже я барабанщиком, он гитаристом. И вот делали за сколько? За 20 лет, наверное, мы первые вышли в Вулканешта, когда сделали фестиваль «Вулкан-Рок». Да, там, причем тогда еще подходили эти же ребята, эти же мужчины, и говорили, что, ребят, после того, как мы закончили, разъехались, у них полколлектива уехало, кто-то, у всех свои семьи, свои дела другие. И они же подходили и говорят, ребята, за последние 20 лет это первое живое выступление, вообще рок-музыка какая-то и живая, причем, говорит, здесь, после нас. И они очень поддерживали на ранних этапах, тогда еще нам было лет по 15, по 16, они нас поддерживали и инструментами, вплоть до проводов, потому что было время такое, что найти какой-нибудь джек, какой-то провод, это было прям нужно было поехать в Кишинев. То есть у нас
Ну, потому что их в те времена очень хорошо поддерживали, они на самом деле были оснащены хорошей аппаратурой, и вживую мы их тоже впервые слышали на прекрасном конкурсе «Хидерлес», и сейчас у вас тоже есть возможность у нас вместе послушать, посмотреть, насколько успешно выступили тогда ребята. Давайте Мы посмотрим. будем рады. İçin geçersin sen gene benim yolumdan. Tek acı dersin sen gene benim canımı. Vakit yavaş ama dermişsin ilaçlanayım. Bırak beni gene sana yalvarayım. Seni arardım, seniden beklerdim ben. Seni seslerdim, sana inanardım ben. Benden oynardın, beni aldatardın sen. Bırak beni gene sana yalvarırım. Связь, чтобы была. Вот такие прекрасные ребята. Вам как?
Превосходно. выступление. Мы раньше довольно-таки часто следили за творчеством. Сейчас, слава богу, есть и на Ютубе, на платформе, вот там и их видео. Интересно послушать, конечно, потому что это тоже гагаузский рок, и это тоже наше направление. Довольно-таки интересно посмотреть, что делали раньше, задолго до нас. А вы свое первое живое исполнение помните? Вот как встретил вас зритель? Насколько это было ярко, зажигательно, или это было так умеренно, степенно? И, Есть конечно, воспоминания? конечно, есть воспоминания. Есть у меня даже видео, которые я иногда пересматриваю. Вот. Первый концерт — это скованность, вот, это волнение. Вот. Но, честно говоря, на мое удивление, в партии я не перепутался. Вот. У меня были выступления с разными группами, я в Кишиневе выступал, в Бельцах был на фестивале. Если говорить про ощущения на сцене, то когда ты выходишь с другим коллективом в первый раз на сцену, у тебя как будто у меня вот возвращается будто бы то волнение, которое у меня было на первом концерте. Я не знаю, с чем это связано, но оно так. Но каждый следующий концерт уже как-то, не знаю, я уже как будто бы привык, мне уже не важно. Уже выхожу такой, какой есть, и все. А раньше вот казалось как-то, вот хотелось как-то вот таким выглядеть, вот так как-то делать. А с возрастом, с опытом уже как-то расслабляешься, находишь свое. Если говорить о концерте именно с коллективом с Анатор ФМ, первый концерт, конечно, помним, это был в Вулканештах. Это первый благотворительный концерт, который не без нашего участия был организован. И на удивление мы все переживали, это был такой взрыв эмоций, мы все боялись, вроде уже и взрослые дядьки, но все равно как в первый раз, каждый раз, как в первый раз выходим на сцену, и на удивление, а может так и должно было быть, но публика приняла очень горячо, и концерт прошел на ура. Как первый, в принципе, так и второй. Да, у нас была как премьера этот концерт. Первый наш концерт. Мы не знали, как отреагирует публика. Мы какие-то там песни где-то кому-то даешь послушать, но это единицы. А тут у тебя весь город собрался на этот концерт, и нам было... Ничего себе, да, мы волновались. Да, как будет, что будет. Но все прыгали, визжали, кричали рок-н-ролл. Да. И именно молодежь. Мы добились, вот в тот вечер мы воодушевились, что мы, наверное, идем правильно. Наверное, я так думаю, что были зрители разных поколений. Абсолютно. Был благотворительный концерт, поэтому там стояло мороженое, сладкая вата, всякий такой вот парк. Поэтому пришли родители с детьми, ребята молодые, ребята постарше. В общем, от мала до велика народ был. Идея проведения благотворительного концерта кому принадлежала и мотивы, да? Идея принадлежала нам совместно с Михаилом Федоровичем Савастин. Это руководитель образцового ансамбля «Дозлар» танцевального. В общем, идея пришла к нам, и на тот момент так получилось, что только сняли пандемию. Только пришел сигнал, что ребята можно, и мы буквально в течение недели обзваниваем всех, кто может спеть, кто умеет, кто имеет опыт работы на сцене, обзваниваем. Приехали группа Този, наша же тоже южная группа, приехали, они с удовольствием услышали, что благотворительный концерт, приехали своим ходом, своими силами, ничего нам не надо, мы едем на благотворительность, едем. Ни копейки ни на что, никому и не себе, то есть это делалось реально вот в благотворительности. Были случаи, когда ребята приезжают, вот про двух братьев, откуда они были, с Казаклии, два брата, мы их знать не знали, вот, то есть мы эту историю рассказываем уже. Они даже нам не звонили. Они просто приезжают, где-то услышали. Мы просто организуем концерт. Наверное, было так громко, что да, раскладываем аппаратуру, тут ставят мороженое, кто-то там сладкую вату. Туда приезжают ребята, подходят ко мне, а кто там организатор, туда-сюда, я говорю, мы, а что нужно? Замечательно. Мы приехали там с Казаклии, вот мы хотим поставить сладкую вату. Я ищу Антона, потому что как бы он больше в организации там знал. Подхожу к Антону, давай искать розетку, давайте, пацаны, и они стали, все, вообще супер, я не знаю, мы эмоции получили от этого. В конце
мы собираем все, потому что нам дали наши коммерсанты, как назвать правильно, экономические агенты нашего города, поставили и батуты дали, вручили. И так получилось, что хозяина не было этих батутов. Он говорит: ребят, гараж открыт, жена дома, приезжайте, забирайте, что надо, сами ставьте, я приеду, может быть, успею с рейса приехать к вечеру, помочь собрать. И получается, вечером уже все разбежались, в парке свет выключили, мы собираем батуты. Ребята проезжают мимо, открыли окно. Вот так вот деньги просунули, до свидания, и уехали. Кто? Мы не успели, мы вообще пишем даже не спасибо. спросили, кто как такие, зовут как их, зовут. откликнитесь, напишите нам познакомиться хотя бы с вами. Да, Вот на самом такие деле очень вулканежцы отзывчивые. широкой души. Это с казаки, это казаки не были наши ребята. местные ребята. Ну, вулканежцы организовали, ну... Мы, Да, мы да. очень удивились. На самом деле это круто, потому что когда кто-то попадает в беду, если тем более вот ниоткуда вот человек услышал, что там какой-то благотворительный концерт или увидел у кого-то, просто приехал, установился, молча приехал, помог и молча уехал. Это шикарно. Я очень редко с таким встречаюсь, поэтому очень респект большой, конечно. Можно Доброта так и вот скромность, сказать, это, что да. вот еще одно доказательство, вот какой у нас народ гагауз вот сплоченный. Если у кого-то что-то, все, без проблем. Да. Вот это вот. Ну, то, что вы организовали такой концерт, это уже респект, потому что, на самом деле, если кто-то оказывается в беде, пусть небольшая поддержка, но понимание того, что тебя кто-то реально поддерживает, слышит или чувствует хотя бы капельку твою боль, это уже дает силы на жизнь. Хорошо, хотела услышать, какие планы, над чем сейчас еще работаете. Уже поняла, что готовится новая песня, она песня о родном языке, я уже немножко открою скобки. Можно? Да, она скоро тоже прозвучит. Я уже говорил, что вот у нас наша цель популяризировать гагаузский язык. И вот, допустим, вот у нас есть среди молодого подрастающего поколения есть проблемы, которые... Ну вот ребята не разговаривают на гагаузском. Допустим, я в своей семье разговариваю на гагаузском языке с отцом, с мамой. А молодое поколение вот как-то даже перестало понимать. И мы написали, ну, точнее, текст написала Светлана Перчембли, я уже говорил. Нам понравился очень, потому что как раз таки мы сказали, даже это вообще это наша цель, мы хотим попробовать написать. Очень сложно, потому что стихотворение было написано не в песенной форме, чтобы из него впоследствии создать произведение какое-то музыкальное, а просто стихотворение там с рифмой, в котором может быть 4 строчки, 6 строчек или 8 строчек, понимаете? Ритмика интересная. Да. Ритмика интересная. И когда мы принялись писать эту песню, мы не могли сначала определиться, с какой из куплетов или какой будет припев, как его сделать. В общем, на самом деле очень много сил потратили, потому что она получилась, песня вся рассказывает только о проблеме. И вот даже когда припев звучал у нас, который мы уже определили. Языка? Да, о том, что у нас вот проблема есть, о том, что вот мы позабыли родной язык и так далее. Даже припев у нас был тоже об этой проблеме. И вот мы тесно сотрудничаем с Виталием Манжулом, как-то делимся опытом с ним, частенько бывает. Я как-то пришел тоже, он с нами, естественно. Да, мы друг с другом, имею в виду, делимся опытом. Хотя что у нас его не так много, насколько у него, мы очень много берем информации по части вот именно звукозаписи, где-то что-то как-то аранжировку украсить или что-то сделать интересное. Вот, то есть он нам на первом этапе грамотные очень, советы очень дает. Подсказывает. Это правда. И я ему показываю эти стихи, он говорит: слушай, Ванька, говорит, здесь, ну, круто. Проблема, да, раскрывается. Музыка крутая, все сделали красиво. Вот мы именно хотели рок-балладу, чтобы она была рок-баллада вот на гагаузском языке и по-гагаузски, чтобы звучало. Все круто, но, говорит, ну дайте надежду людям, говорит, вот хотя бы в припеве напишите о том, что вы даете все-таки в припеве вот надежду. Классное на то, наставление. Да, вот на самом деле я прислушался. И вот после этого момента мы постоянно созванивались с автором стихов.
Я говорю, как можно здесь сделать? Он говорит, ну давай я подумаю, здесь исправим, там исправим. Виталик предложил, Манжел тоже пару своих вариантов. Я говорю, вот так можно? Нет, давай по-другому. В общем, у нас длилось месяц, мы не могли буквально две строчки. Но кисти не пришли. Да? Да, естественно. Вот мы месяц 2 строчки исправляли, но мы очень рады на самом деле, что мы дошли наконец-то до победного конца, и вот уже на финальном этапе находимся. Ну, потому что, если честно, конечно, сейчас очень большие силы да, направлены на изучение гагаузского языка с детских садов буквально. То есть это и литература, и мультфильмы, и методика. В общем, работаем все вместе, чтобы на гагаузском языке вести программы. И хотелось бы на будущее вам тоже такое наставление. Виренерс гагауз дельны, лафидерс гагауз дельнде, чалерс тюркюлере гагауз дельнде. Еще один хотела задать вопрос, коль мы уже перешли на русский. Вот внешний вид, костюмы, как это продумываете, как это, потому что, ну, артист, он на сцене, он артист, да, то есть и рок-музыкант, он, да, как-то есть какая-то поддержка или есть какие-то наметки вот в этом плане, как работаете? На самом деле, до этого мы выступали на концертах. Естественно, что рок-музыкант, но как-то... Свободен. Понятное дело, что просто в костюме строгом прийти, но это будет смотреться не очень правильно, я считаю. Или прийти только в народном костюме тоже. Вот мы пробовали, допустим, одеть какую-то там более полуклассическую какую-то одежду, там жилетки народные. Очень много советов дает управление культуры нам. Вот они предложили там и с костюмами кое-что, пару вариантов, и вот с клипом. В общем, мы рады на самом деле, что мы вызвали интерес так скажем, у управления. И только рады сотрудничать с ними, естественно, продвигаться. А мы будем рады видеть вас на сценах в Гагаузе и не только. Будем рады сотрудничеству, будем рады вашему новому репертуару. Главное, чтобы была поддержка. И даже если присутствует волнение, пусть оно... Вообще, на самом деле, мне кажется, что волнение у рок-музыканта, оно как-то отсутствует, потому что он настолько отрывается, что он где-то находится между небом и землей. И в такое же чувство вводит и зрителя, и тех, кто находится рядом. Пусть... да. Я могу, допустим, сказать, как для меня это было. Вот первый концерт, когда мы вышли на первый, вот мы его очень долго ждали, потому что была пандемия, мы не могли выйти, не выступить, ничего. Мы очень хотели выйти на сцену, потому что у нас уже и программа готовая была, и все вот, потому что в любом случае запись и живое исполнение, ну, это две разные вещи. Вот нам все-таки нравится вживую, когда ты показываешь, вот что ты хочешь донести до людей. Вот твоя музыка, она как-то раскачивает в этом плане тоже. И мы очень ждали этого первого концерта, и поэтому присутствовало это волнение, естественно, вот на первом концерте. Но я скажу, что на второй песне буквально, уже когда вторую песню играют, вообще нету ничего. А вот здесь, в Камрате, когда мы выступали, здесь было, допустим, очень много молодежи. Вообще от публики очень много чего зависит, потому что вот мы играли народную музыку, у нас там было в роке, правда, сырба, допустим, хора, и они танцевали наши народные танцы под рок-музыку. Но это очень заряжает. Обратная связь, обмен энергией, это самая это большая очень заряжает. Задача, да, артиста. это цель. Как сказал Ренат из седьмого периода, говорит, слэм-хору я видел первый раз. Слэм — это танец во время панк-рока, как бы на рок-концертах, но слэм-хору я видел первый раз. Что бы вы сами себе пожелали, ребят? Работать, работать и работать. Естественно, в первую очередь. Любить то, что мы делаем. Иначе нет в этом никакого смысла. Ну, без любви ничего и не рождается. Миру мир. Да, это обязательно. 100%. Валерий? Поддержу Юрчика, работать и Еще раз. как бы, чтобы было взаимно, чтобы поддерживали нас, как бы, зрители, друзья, вот это вот. Будем стараться. Как руководитель, Да, завершающее я пожелание? заключу. В принципе,
нас все устраивает. Естественно, мы бы хотели, я бы нашей группе, допустим, пожелал обзавестись хорошим аппаратом, хорошим оборудованием для записи, как для записи, так и для выступлений, и каким-либо кабинетом, естественно, чтобы у нас была там кусочек своей обители, там, где мы могли отдохнуть Творить. душой, Да. творить, потому что, знаете, когда вы сочиняете музыку, это должно быть такое место, там, где, ну, людей не должно быть. Должна быть только ваша компания, на которой вы находитесь на одной волне. Вот я бы хотел, чтобы у нас было такое помещение, обустроенное под нашу деятельность, так скажем, и работать. Я вам тоже пожелаю, пусть в вашей обители присутствует мир, добро, любовь, взаимопонимание, потому что только эти все моменты, только так рождается что-то интересное, красивое. Спасибо большое. Спасибо. Sevgili seyirciler, istedim söyleyeyim. Yani bizim stüdyomuzda bugün bulunduğu güzel bir, interesli yeni bir grupa, rock folk grupa Valkaneş kasabasından misafirlerimizi geçiriyoruz ama onlardan da bir türkü. Şimdi birlikte onu sesleyeceğiz. Aman mari mani ne güzel sesin var. Aman mari mani ne güzel sesin var. Maninin seçesi güzel. Garga sesine o pek benzer. Maninin seçesi güzel. Garga sesine o pek benzer. Aman marimani ne güzel saçın var. Aman marimani ne güzel saçın var. Maninin saçları güzel. Sarı samana o pek benzer. Maninin saçları güzel. Sarı samana o pek benzer. Aman marimani ne güzel burnun var. Aman marimani ne güzel burnun var. Maninin burnu su güzel. Buruşuk morkvaya o pek benzer. Maninin burnu su güzel. Buruşuk morkvaya o pek